Андрей согласится, если что-то подправит. Так как концерт у нас романтический, не должно звучать все так сурово в самом начале. Третья часть. Правильно, все веселее. Танец, игра. Там есть немного такие драматические моменты, но это не настолько все как бы вот мрачно, так вот злобно еще как-то. Все легче. Понимаю, что сейчас пока первый раз играем, да, но тем не менее стараемся сохранять характер. Вы знаете, этот фестиваль, он в рамках оперы и балета проходит. И у меня в сольной программе, например, вот есть такое произведение «Петрушка» Стравинского. Это балет, переложение для фортепиано авторское, поэтому было бы грех не сыграть это здесь, на этом фестивале. Вот. А Рахманинова я поставил пару к этому балету, потому что это тоже русский композитор, жил в те же года, что и Стравинский, но его стиль кардинально отличается. И это очень интересно сопоставить эти два композитора, эти два гения одного времени. Вот. И я думаю, публике понравится такое сопоставление. Романтичный Рахманинов и такой новаторский Стравинский. Независимо от того, какие произведения играешь, уже публика либо находит с тобой контакт и как бы на одной волне, вот, либо сложнее уже приходится, но чаще получается. Да, первая репетиция, но я уже не первый раз играю этот концерт, поэтому знаю, что ожидать от оркестра, и, в принципе, есть такой небольшой опыт у меня в исполнении этого концерта Шумана. Вот, и поэтому музыка замечательная, поэтому, знаете, музыка помогает всегда находить общий язык с любым коллективом, с любым оркестром. И, вот, кстати говоря, концерт Шумана для меня это такая первая музыкальная любовь, потому что я, когда был очень маленьким, впервые услышал это произведение, и я понял, что я свою жизнь навсегда свяжу с классикой. Это для меня было такое откровение, и я тогда уже сказал себе, я обязательно сыграю когда-нибудь с оркестром. Продолжая серию симфонических концертов, мы продолжаем знакомить нашу публику с лучшими образцами симфонической музыки, инструментальной музыки. Поэтому при формировании программы данного концерта мы исходили, с одной стороны, из популярности произведения, из его известности публике. С другой стороны, нам бы хотелось каждым концертом открывать для зрителя что-то еще новое. И поэтому концерт для фортепиано с оркестра Роберта Шумана, он является как бы визитной карточкой европейского романтизма. И наряду с фортепианным концертом Эдварда Грига «Ля минор» вот эти два концерта являются воплощением романтической традиции инструментального концерта XIX века. Почему вы сказали, почему не Чайковский первый фортепианный концерт? Первый фортепианный концерт Чайковского мы играли год назад. И... Это просто первое, что приходит. Да. И он произвел тогда фурор. С одной стороны, музыка красивейшая, замечательнейшая, любимейшая как зрителями, так и самими музыкантами. И от этого никуда не уйти. С одной стороны. С другой стороны, мы должны представлять разную музыку. И в планах у нас есть в следующем году сделать программу русских композиторов, куда войдет вот это вот произведение Петра Ильича Чайковского. Ну а сегодня будет звучать концерт Роберта Шумана. Мы думаем, что публика будет тоже очарована вот этим направлением в развитии нашего концертного репертуара. Ну и надеемся на положительные отзывы